Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. И сегодня мы поговорим о биографическом пути уникального тувинского ламы, которого звали Хомушко Кенденсун Рюн Йозутуевич. У правителя Барунхемческого кожуна Йозуту из рода Хомушко и у супруги Сеженмы был 10-й сын Кенденсун Рюнпашке. Он родился 23 февраля 1916 году в местечке Аянгаты в Барунхемческом кожуне. В 3 года он поступит в Көпсөкский хюре, и в 12 лет он впервые вылечит человека, и после этого он получит право на самостоятельную лечебную практику. И в 30-е годы, когда начались репрессии, родителей Кенденсун Рюнпашке отправят на ссылку в местечко Пайтах Эрзинского кожуна. И Кенденсун Рюн со своим братом Такпаем и сестрой Тажиксу Чульдум Александрой направятся по следам своих родителей. И Хомушко Йозуту также был писарем великого Амбонойона Хайдапюгарда, дочь Хомушко Йозутуя Тартына Кускальдей. Она была замужем за Буян-Бадыргы, и в 30-е годы, когда арестуют Буян-Бадыргы, ее отправят на ссылку в Кахемский кожун, где она проведет свои последние оставшиеся дни и покинет этот мир от одиночества. Хомушко Кенденсун Рюнпашке, когда его посадят в тюрьму, он будет некоторое время там. И однажды, когда начались наводнения, и вода, поднявшись в тюрьме, Кенденсун Рюнпашке, он сможет из окна выплыть и выйти из этого здания и спасти. Он спасет других людей и, переплыв через могучий Енисей, на том берегу он пойдет к своим родственникам. И когда его дядя увидит худощавого племянника, он спасет его. И им придется переехать из города Кызыла в местечко Аянгаты, Барунхемческий кожун. И тогда, окрепнув и выздоровлев среди своих близких и родственников, ему посоветуют бежать в отдаленные уголки нашей республики. И Хомушко Кенденсун со своим братом направятся, оседлав коней, они направятся на работу. И Кенденсун устроится переводчиком у геологов и строителей из Ленинграда в Тоджинском районе, а его брат Хомушко Балган Митыповича устроится на золотых приисках в Терехольском районе. И по словам жителей Кунгуртуга, они говорят, что Кенденсун он через горы перейдет, через эти горы и направится в Бурятию. И в 1955 году он вернется в юрточный хюре в Дзунхемческом районе, где будет служить в этом хюре. И в 1957 году Хомушко Амарта, это камбылама юрточного хюре, напишет письмо Хертек Амирбитовне Анчимея Токи о том, чтобы делегировать из Тувы молодого одаренного хурака Хомушко Кенденсун. И Анчима Тока тоже напишет письмо Кенденсун о том, чтобы он готовился и направился в Бурятию. Однако молодой ламас также ответит о том, что у него не будет средств, денег, одежды, чтобы уехать. И тогда Анчима Тока, она предпримет решение найти средства и отправить представителя из Тувы в Иволгинский Дацан. И тогда в конце 50-х годов Хомушко Кенденсун Рюнпашке направится в Иволгинский Дацан и станет штатной ламой этого Дацана. И в течение 20 лет он прослужит в этом Дацане.
и он займет высокие посты, он станет иерархом буддизма в России и войдет в пятерку в самых лучших буддийских лам того времени. И своим ясновидением, предвидением, лечением он будет помогать и спасать людей от страданий и болезней, не только народов из буддийских республик, а также к нему будут приезжать из Москвы, Ленинграда, из Киева, Таллина, Алматы и из других городов Советского Союза. И Хомушко Кентен Сюринпашки, он будет принимать людей, помогать им. Во время службы в Евангельском Дацане он будет курировать буддийские сообщества Хоринского, Тумкинского района Бурятии, Агинского, Бурятского национального округа, а также Тувинской АССР. Хомушко Кентен Сюринпашки с 1977 года по приглашению Национального музея Республики Тыва будет периодически приезжать в республику, чтобы извлекать буддийские сутры из пещер, из других мест. И в то время он будет находить эти буддийские реликвии и передавать в фонд Тиньяли Тувинского научного института языка, истории, литературы, нынешнего ТИХПИ, а также фонды Национального музея Республики Тыва и в Центральный государственный архив Республики Тыва. Он будет передавать все эти реликвии в эти фонды и будет систематизировать, каталогизировать и расшифровывать все рукописи и ксилографы на старомонгольском и тибетском языках и составит впервые эту каталогизацию. И вместе с научными работниками научного института и национального архива он впервые создаст практически буддийские залы и архивы и примет колоссальную работу в не только расшифровке, но и системе хранения этих реликвий. Во селе Кунгуртух, в Терехольском районе, где был известный краевед Хомушко Бясь, он из местных пещер найдет сутры и передаст Национальному музею. И тогда эти все сутры будут заново шелком обворачивать и правильно систематизировать. И это уникальная коллекция 108-томного ганджура, эта коллекция, которая придет из Кунгуртуга, встретит Монгушкин Лобсан. За заслуги перед родной республикой в деле сохранения и развития религиозной культуры Хомушко Кентен Сюринпашки попадет в Государственную книгу Республики Тыва, в заслуженные люди Тувы XX века. И он напишет о его биографии. И по памяти тех очевидцев они всегда помнят о той заботе и той помощи, которую проводил этот великий тувинский лама Хомушко Кентен Сюринпашки. Он всегда помогал студентам, которые учились в Бурятии, помогал всем своим родственникам, он всегда приходил в гости и передавал эти учения. И в 70-е годы он, собрав тувинский хлам, они вместе проводили обряды, религиозные ритуалы в освящении святых мест, на святых Ова. Они читали сутры и освящали нашу святую Туву. И в 1980 году, 23 декабря, пришла телеграмма в адрес правительства, и была направлена телеграмма о том, что трагически погиб Хомушко Кентен Сюринпашки, и все его родные и близкие, они направятся в Евангельский Дацан. И 29 декабря
Его похоронят на кладбище Иволгинского Дацана. И дом номер 31, в котором жил Хомушку Кенден Сюрюмпашкы, теперь является домиком всех тувинских уроков, студентов, всех паломников, которые приезжают в Иволгинский Дацан. И благодаря ему продолжилась система образования, и благодаря ему продолжилась преемственность тувинского буддизма и буддизма в нашей республике. И в Хомушку Кенден Сюрюмпашкы приезжали все тувинские ламы, они практиковали, получали посвящение и обратно, возвращаясь в Туву, они передавали все эти знания, помогали в лечении, в познании. И все люди, которые знали о таких великих учителях, они всегда памятуют и в честь них строят теперь ступы, которые можно встретить в нашей Туве. И поэтому, когда мы знаем, что в нашей республике были такие великие учителя, которые в тяжелые времена, несмотря на запреты, на контроль, они продолжали свою деятельность, они были преданы своему делу и развивали нашу духовную жизнь всех тувинцев. И мы знаем, что тувинцы, они очень верующие люди, они почитают тувинских лам, учителей буддийских, они следуют за буддизмом, и они знают, что это способ собрания и накопления благих заслуг. Они знают, что это накопление буяна. Буян — это добродетель. И всегда, когда они приглашают тувинских учителей в свои дома, они выражают почтение, потому что для них священное писание, учение Будды является толчком для поддержания веры в будущее. И поэтому как хорошо, что мы являемся продолжателями буддизма в Туве, потому что буддизм, он дает нам крепкую веру в будущее, и мы гордимся, что мы являемся потомками и учениками великих тувинских учителей, которые были очень одаренными, высокореализованными, обладали высоким профессионализмом, образованием. И мы в честь них проводим эту передачу, чтобы каждый тувинец знал, что никогда не прерывалась преемственность буддизма в нашей республике. Спасибо вам большое, до свидания.